Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина предлагает вашему вниманию виртуальную озвученную книжную выставку «Души моей святыня. Театр», посвященную столетию со дня рождения народного писателя Республики Башкортостан, драматурга, лауреата Республиканской премии имени Салавата Юлаева, заслуженного работника культуры СССР Нажиба Асанбаева. Открывает выставку первый том сочинений в 5 томах, изданный в Уфе в 2005 году издательством «Китаб». Он содержит наиболее популярные драмы и комедии Асанбаева на башкирском языке. К нам приехали парни, «Счастье, свалившееся с неба», «Райса», «Файзи», «Помолвка», «Золотая колыбель», «Зайтунгуль» и другие. В диалоге «Райса» и «Файзи» показана картина распада семьи. В основе обеих пьес судьба одной семьи. Директор нефтепромысла Файзи уходит от своей жены Райсы. Файзи ставит личные амбиции выше интересов, духовных запросов, желаний и устремлений своей жены. Он считает, что жена должна думать только о семейном уюте, а работа на благо общества – дело не женское. Файзи оставляет Райсу ради личных житейских удобств, надеясь найти семейное мещанское счастье с Зухрой. Значительное место в этих драмах отведено актуальной в обществе того времени проблеме развенчания мещанства. Асанбаев разоблачает в сатирических образах Зухры и ее матери Гульнисы людей, интересы которых сводятся к накоплению денег и богатства, к рассуждениям о приглашении в гости самых нужных людей и так далее. Во второй том сочинений Уфа 2006 год вошли пьесы на башкирском языке «Красный паша», «Раненая судьба», «Миляш Миляуша», «Белые сирени», «Дом с невестой», «Когда расправлялись крылья» и другие. Драма Нажиба Асанбаева «Красный паша» освещает жизнедеятельность первого красного полпреда Карима Хакимова в странах Арабского Востока. Драматург психологически тонко и достоверно показывает, что на заре советской дипломатии неопытному советскому послу каждый поступок, каждый шаг давался через сомнения и мучительный самоанализ. Хакимов, как человек огромной воли, способен на смелые поступки, неординарные решения. Он идет на риск во имя главного, общего для миллионов советских людей дела. С честью проходит через множество трудных испытаний, завоевывает доверие властей мусульманского мира. В Арабских Эмиратах в знак уважения заслуг в деле укрепления дружбы между советами и арабскими народами и государствами Карима Хакимова называют «Красной пашой». Эта пьеса, поставленная Башкирским академическим театром драмы имени Мажита Гафури, принесла автору самый большой успех и всемирную известность. За нее писателю присудили премию имени Салавата Юлаева. Сборник «Зайтунгуль» издан в Уфе в 1981 году на башкирском языке. В этой драме создан типичный национальный характер выносливой, терпеливой, гордой, самоотверженно любящей и верной женщины-башкирки. Огромная любовь к Айбулату помогла Зайтунгуль преодолеть многие испытания судьбы, измену мужа, заключение его в тюрьму за совершенное им преступление. Автор психологически глубоко показывает душевное терзание героини, которая провожает мужа в тюрьму, когда другие женщины провожают своих мужей на войну, на борьбу с фашизмом, переносит едкие насмешки подруг, получающих вести с фронта, самоотверженно ремонтирует сломанный трактор Айбулата и днями и ночами трудится на колхозных полях. В стране Хызыр Ильяса, так называется книга, вышедшая к 80-летию писателя на башкирском языке в Уфе в 2001 году. Сюда вошли его эссе и воспоминания о земляках, об их трудовых буднях, литературные портреты башкирских писателей, артистов и режиссеров. Особое место занимают воспоминания писателя «Души моей святыня. Театр», которые были ранее напечатаны в журнале «Тамаша» и вызвали большой интерес у читателей. Безусловно, из-под пера народного писателя Нажиба Асанбаева вышли произведения,
навечно вошедшие в Золотой фонд башкирской литературы и театра. Спасибо за внимание.